Физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медпункт, 4 большие спальни, кабинеты для кружков. В новом детском саду «Дюймовочка» сельского поселения Троицкое предусмотрели все. Строительство дошкольного учреждения началось в декабре прошлого года. 95% строительно-монтажных работ здесь уже выполнено. Туда входит монтаж трубопроводных систем, устройство кабельных сетей и вентиляционных каналов. Это буквально одну неделю еще работы осталось. Как вы видите, мы досрочно, по плану, мы должны в декабре сдать в конце. Но мы идем с опережением. Мы применяли местные строительные материалы, привлекали местных рабочих, в основном ингушей. Так спецработы привлекали и народных. На объекте трудятся более 20 рабочих. Сейчас они штукатурят стены, красят потолки и одновременно оформляют фасад здания. Внутри осталось провести интерьерные работы и завести мебель, необходимое оборудование. Также во дворе детского сада уложить резиновое покрытие для спортивной площадки. Все работы планируют завершить через неделю. Спальные районы утепленными полами. Применяли материал, который качеству подлежит. И все контролирующие органы, технадзоры и лабораторные испытания мы все прошли. Новое дошкольное учреждение возводят на месте прежнего, который был признан аварийным. Теперь же жители не верят своим глазам. На месте старого здания возвышается двухэтажное учреждение, построенное по всем современным стандартам. Руководитель сада «Дюймовочка» уверена, что эти условия будут способствовать качественному образованию детей. Здесь раньше находился Азик Лейк, детсад номер 2. Их перенесли на Батумскую улицу, им там строят новый сад, а нам построили здесь. Мы очень рады, что наши детки будут в таких условиях находиться. И работа проведена качественно, мы часто приходим, смотрим, как, что тут. Детский сад «Дюймовочка» номер 1 в селе Троицкое возводится в рамках государственной программы развития дошкольного образования, которая запущена в соответствии с указом президента страны Владимира Путина. По той же программе в республике строится 12 дошкольных учреждений, возведение социально значимых объектов под контролем главы республики Махмуда Али Калиматова. По его словам, новые дошкольные учебные заведения региону необходимы для лучшего развития подрастающего поколения. Берите, значит, все силы бросайте и делайте. Хорошо. У нас еще там 20, 30, 40 объектов. Нельзя нам затормаживать. На строительство дошкольного учреждения выделено 92 миллиона рублей. Ход работ на контроле представителей Министерства строительства Ингушетии. Это идет мероприятие создания дополнительных мест для детей возраста от 3 до 7 лет. У нас подрядная организация здесь «Гранд-Сто Лидер», Ажигов Султан. Это, в принципе, молодая строительная организация. До сих пор мы с ним не работали. Это первый ее объект, но как он показал, здесь хорошо себя проявил. Подрядная организация, объект, в принципе, он вводится досрочно. Как видите, примерно процент готовности объекта 95%. Открытие дошкольного учреждения местным жителям придется ждать недолго. Строительство объекта планируют завершить в конце октября. Малика Измайлова, Султан Булгучев. Новости 24.